Это правильный путь, который соблюдает, это ахлю сунна валь джамаа. Ахлю сунна валь джамаа. Имамами в этой области вероубеждения являются имам аль-Аш'ари и также имам аль-Матуриди, как вот коротко их называют. Имам аль-Аш'ари, его полноценное имя, это Али, сын Исмаиля, сын Исхака. Али, сын Исмаиля, сын Исхака, из потомства известного сподвижника пророка, алейхиссалату вассалам, Абу Муса аль-Аш'ари, радийаллаху анху. Родился он в 260 году исламского летоисчисления, 260 год хиджрата. То есть, как мы все знаем, как слышим в проповедях, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, самый лучший век, хайруль куруни карни, говорит, самый лучший век, это мой век, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Сумма алладина ялунахум, затем, который за ним следует, затем, который за ним следует. И вот, как мы знаем, 260 год, это считается вот салафу салих, вот, который пророк, алейхиссалату вассалам, похвалил, золотые 3 века, к этим векам относится вот, имам аль-Аш'ари, радийаллаху анху. Родился он в 260 году хиджрата, умер в 324 году хиджрата в Багдаде. А имам Матуриди, рахимахуллах, его зовут Мухаммад, сын Мухаммада, сын Махмуда. Он из местности Матурид в Самарканде. Из местности Матурид в Самарканде, поэтому называют его аль-имам аль-Матуриди, хотя его имя Мухаммад ибн Махмуд. Скончался он в Самарканде в 333 году хиджрата. Вот эти имамы являются нашими имамами ахлю сунната валь джамаата. Кто-то как-то хотят из-за своего невежества, из-за своего незнания истории ислама, из-за своего незнания имамов, ученых ислама, некоторые вот заблуждают людей, думают, как будто аш'аритское убеждение, как будто бы это что-то другое, а ахлю сунна валь джамаа как будто бы другое. Ахлю сунна валь джамаа это и есть аль-имам аль-Аш'ари и имам Матуриди. Эти имамы не то, что они есть, они имамы этого ахлю сунната валь джамаата. Так же, как они являются имамами в области вероубеждений, оба имама, имамами в области фикха, шариата, вот который сказали мы ислам, и с ним связанные ахкамы, в этой области, как мы все знаем, 4 имама. Имам аш-Шафии, рахимахуллах, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбаль, рахимахумуллаху аджмаин. Эти 4 имама в области фикха. В области фикха. В области ихсана, ихсан имеется в виду это тасауф, или тарикат, или же тазкия называют, или ильму сирри, как называют, по-разному называют. Вот этот тасауф и тазкия и тарикат в этой области имамом являются, как мы все знаем, разные тарикаты есть, нахшбандийские, кадирийские, шазилийские, другие тарикаты, рифаия и так далее. Много их, до 40 основных имамами в этой области называются они. Бахауддин аль-Бухари, рахимахуллах, Абуль Хасан аль-Шадили, рахимахуллах, Абдул Кадир Джилани, рахимахуллах и так далее. Эти имамы в области ихсана. И тот, кто разделяет между ними, иман, это отдельно иман принимает, ислам не принимает. Его ислам не принимается целиком самого. Тот, кто иман, ислам принимает, но ихсан не принимает, тогда тоже у него тоже неполноценный му'мин. Полноценным мусульманином, полноценным соблюдающим, верующим, чтобы быть религию, должен эти все вместе соблюдать. Иман, ислам, ихсан, как привел это пророк, алейхиссалату вассалам, известным этом хадисе.